Главные события уходящего вторника, 26 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Первые «Ласточки» с переправы Дыркалах начали курсировать паромы. Расскажем, как прошли пробные запуски. Строительство нового корпуса Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов завершено почти наполовину. Пристрой позволит разместить еще 200 человек, нуждающихся в постоянном уходе. Во всех школах России сегодня прозвенел последний звонок для выпускников. В Якутии в этом году окончит обучение порядка 9000 11-классников. Между тем, в Нюрнбергском районе готовятся к проведению международного национального праздника Бакалдын. Он приурочен к столетнему юбилею венкийского села Йенгра. 26 мая стал самым холодным днем на этой неделе. Однако синоптики уже предрекают скорое потепление. Узнаем, когда именно. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить порядок выплаты компенсации за проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно для сотрудников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных местностях. В настоящее время законодательство закрепляет право таких работников на оплату проезда один раз в 2 года за счет работодателя. При этом размеры и порядок компенсации определяются региональными и локальными актами, коллективными договорами и прочими документами. Авторы инициативы отмечают, это приводит к существенным различиям. Проект предполагает закрепить правила, по которому компенсация проезда и провоза багажа в пределах территории России выплачивается в размере фактически понесенных затрат работника. Инициатива предусматривает вступление в нормы в силу с января следующего года, с начала следующего бюджетного года. С переправы Дыркалах начали курсировать паромы. Пробные запуски прошли успешно, но с задержкой. Тем не менее, сезон навигации официально открыт. Связь с заречными районами восстановилась. О том, какие нюансы предшествовали первому рейсу, расскажет Сыргалана Неустроева. В день, когда первое судно должно было отправиться с паромной переправы Дыркалах, накопитель оказался пустым. Все потому, что та самая система оплаты на берегу дала сбой, ведь она полностью зависит от интернета, который в этот день попросту отключился. Сегодня возникла со стороны города Якутска проблематика в связи с временным отключением интернета в связи с аварией. В настоящее время со стороны города Якутска все технические службы связи работают и устраняют неполадки здесь, на месте, на паромной переправе. Также сотрудники банка тоже на местах, чтобы восстановить систему связи на посттерминалах. За это время к переправе выстроилась чуть ли не километровая очередь из желающих перебраться на тот берег. Впрочем, работа Дыркалаха уже к обеду была восстановлена. Первые «Ласточки» полетели. Через паромы Якутии вышло на линии 6 паромов и соседи Ассоциации строителей АЯМ 3 парома. Тарифы на пассажиров остались прошлогодние, без изменений, 350 взрослый, 200 детский. Что касается грузовой транспорт, то подъем произошел там порядка 5%, значит легковой транспорт от 12 до 15% рост цен. Приказ о формировании тарифов издал Государственный комитет по ценовой политике региона, отметил Ефимов. При этом рост стоимости проезда связан с подорожанием топлива и судоремонта, а также необходимостью индексации заработных плат. Отметим, в разгар сезона между Якутском и Нижним Бестяхом будут курсировать 14 паромов. Сыргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Тем временем между Якутском и Нижним Бестяхом запустили скоростные пассажирские катера. Из столицы республики катера отправляются со станции Намыв, это 204-й микрорайон, прибывают в пункт ожидания в Бестяхе. Как сообщает региональный Минтранс, на начальном этапе для стабильного пассажиропотока задействовано от 10 до 15 катеров. Стоимость проезда фиксированная – 500 рублей, режим работы ежедневно с 7 утра до 8 вечера. Теплоходы «Рукавишников» и «Московский 11» начнут регулярные рейсы по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск ориентировочно уже с 27 мая. Об этом сообщил генеральный директор компании «Ленатранс» Валерий Т. Руководитель компании отметил, что повышение тарифов для пассажиров в этом году не планируется. Все тот же региональный Минтранс республики утвердил график поэтапного открытия навигации для маломерных судов. В большинстве районов республики навигация для судов откроется с 1 июня, в северных и арктических районах в более поздние сроки. Подробный график вы сейчас видите на своих экранах.
Ведомстве напоминают, выход на акватории ранее установленных дат запрещен и может повлечь административную ответственность. Приказ при этом не распространяется на территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют контрольно-надзорные мероприятия на водных объектах на территории Якутии. Внедрение обязательного страхования от чрезвычайных ситуаций для определенной категории частных домов входит в число вопросов, которые в настоящее время изучает Минфин России. Об этом в рамках 21-й международной конференции по страхованию сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, эта важная тема обсуждается давно. В данном контексте замминистра отметил важность разделения существующих рисков, в том числе в бюджетной нагрузке, где это возможно. Чиновник указал на необходимость определения критериев уровня риска, таких как расположение объекта ИЖС на определенном расстоянии от водоема или еще от каких-то объектов, подверженных ЧС. Строительство нового корпуса республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов завершено почти наполовину. Объект возводят по проекту «Старшее поколение». Из федерального бюджета привлечено больше миллиарда рублей. На строительной площадке побывала и наша съемочная группа. Рабочие уже приступили к отделочным работам в новом здании интерната для престарелых и инвалидов. Первую золотую сваю забили в апреле прошлого года, в День Республики. С тех пор здесь поставили коробку и провели инженерные коммуникации. Стройготовность у нас 47%, 88 человек работает. Идем согласно графика. Выполняются работы по отделочным работам, фасадные работы, по инженерным работам, именно по вентиляции, по электрике, по сантехнике. Тут уже вырисовывается интерьер корпуса, который станет домом для тех, кто не может позаботиться о себе сам. Внутри будут располагаться 2- и 3-местные комнаты, столовые и медицинские кабинеты на каждом этаже. В общем, создадут все условия для достойной старости. В принципе, это новое здание, да, оно именно по последним нормам запроектировано для того, чтобы проживающие здесь, они как бы не чувствовали себя какими-то там отстраненными этими. То есть им обеспечивается уход должный, и питание, и безопасность, самое главное. Сейчас, когда ожидаемая продолжительность жизни якутян неуклонно растет, потребность в новом корпусе назрела как никогда. Пристрой позволит разместить еще 200 человек. Сейчас в интернате всего проживает 300. Новое и старое здание соединит теплый переход. Правда, пока тут стена, но, как обещает подрядчик, рухнет она к концу 2027 года. Ржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Между тем, в Алдане начался капитальный ремонт поликлиники. Работы стартовали в апреле в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Учреждение при этом давно нуждалось в обновлении, так как его состояние не соответствовало современным санитарным и техническим нормам. На время ремонта женская консультация, дневной стационар и центр амбулаторной онкологической помощи переехали на первый этаж. В ЦРБ заверяют, лечебный процесс не пострадал, все подразделения работают в штатном режиме, помощь пациентам оказывают в полном объеме. Ну а в столице республики оздоровительный лагерь «Энергетик» в этом сезоне примет на 800 ребят больше, чем прежде. Сегодня проводятся завершающие работы по сборке и благоустройству 4 современных быстро возводимых корпусов. Объекты инфраструктуры детского отдыха оборудуют помещениями для проведения различных мероприятий и санузлами в комнатах. Всего в одном доме размером в 831 квадратный метр 13 комнат. Рассчитан он на проживание до 50 ребят. До 2028 года такие же корпуса планируется воздвигнуть в Горном, Амгинском, Алекминском и Нюрбинском районах. На сегодняшний день можем сказать с уверенностью, что на первый сезон летнего периода мы примем сюда 200 наших детей. Это будет профильная смена, которая будет называться «Орлята России». И мы их как раз-таки здесь будем оздоравливать, будем обучать, ну и, конечно же, учить жить, социализироваться и так далее. Со всей республики приезжают, хотят еще из других регионов. У нас есть, конечно же, понятно, что есть по госзаданию, по государственному контракту и платные путевки. Во всех школах России сегодня прозвенел последний звонок. В Якутии в этом году окончили обучение порядка 9000 11-классников. Торжественное и долгожданное мероприятие прошло и во второй национальной политехнической школе Якутска. Подробности у Тимура Колмогорова.
Выпускниками второй школы в этом году стал 141 ученик. 13 из них претендуют на золотые медали. В ближайшее время ребят ожидают экзамены и последующее поступление в вузы и СУЗы. Хочу поступить в филологическое учебное заведение. И для этого я сдаю литературу и английский. В дальнейшем хочу стать переводчиком либо бортпроводницей. Я думаю поступать за границу, в Китай. Ну, также планирую в Владивосток или Якутск остаться. Я очень волнуюсь, я даже как будто я сейчас не здесь, но мне очень даже нравится это, и я бы пожелала всем удачи, и надеюсь, все пройдет хорошо. Последний звонок – такой же важный момент для родителей и классных руководителей, которые были с ними на протяжении всего обучения. Дети у меня очень яркие, мы являемся активистами, участвуем на разных конкурсах, являемся победителями всероссийских, международных и республиканских творческих конкурсов. Да? У нас 5 медалистов, 4 золотых и 1 серебряный. Ну, конечно, горжусь всеми, у меня 29 детей, поэтому горжусь всеми. С окончанием школы выпускников поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Он пожелал им удачи и успехов на следующих этапах жизни. Я очень надеюсь, что вы выберете стезю жизни, которая будет самой разной. Кто-то из вас станет ученым, кто-то станет рабочим, кто-то станет финансистом, кто-то пойдет в креативную индустрию, кто-то будет управлять городом и республикой. Но самое главное, чтобы вы всегда были настоящими гражданами нашей Якутии и нашей великой России. Национальная политехническая школа, являясь одной из старейших в Якутии, делает огромный упор на сохранение языка, культуры и истории. Так, этот учебный год был приурочен арктическим улусам. В образовательной и культурной жизни школы важную роль играют родители. Родители очень активно участвуют во всех мероприятиях школы, всегда поддерживаем их идеи. У нас есть совет директоров, у нас мамы танцуют со своими детьми. И, наверное, еще будут в будущем проекты, но я 100% уверена, что мы их поддержим. С последним звонком ребята отправляются в новый этап жизни. Полученные навыки и знания они используют во время обучения в ВУЗе или СУЗе, но прежде всего на предстоящих экзаменах, которые начнутся с 1 июня. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Петр Николаев поздравил выпускников Сахагимназии с последним звонком. Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики поздравил выпускников Сахагимназии с главным и важным праздником. Торжественное мероприятие прошло в год 25-летнего юбилея образовательного учреждения. В этом году Сахагимназию оканчивает 68 выпускников сразу 3 11 классов. В своем выступлении Николаев отметил высокий уровень подготовки учащихся, успехи гимназистов на олимпиадах, конкурсах и всероссийских научно-практических конференциях, а также вклад педагогического коллектива в развитие талантливой молодежи республики. Это одна из немногих школ, которые изучают родной язык в углубленном варианте. В этом году у них 68 выпускников, поэтому хотел бы ребятам пожелать хорошей светлой дороги, чтобы они получили высшее образование, получили новую профессию и в будущем, конечно же, вернулись в нашу родную республику. Школа дала мне очень много возможностей. Я участвовала в различных олимпиадах, как языковых, так и творческих. Благодаря поддержке школы у меня есть очень много достижений в области творчества. Благодаря также поддержке школы я удостоилась быть стипендиатом мэра и главы города Якутска. В Мирнинском районе также сегодня звучал последний звонок, ознаменовавший завершение учебного года для сотен выпускников. В этом году двери школ района покидают 413 юных жителей, готовых шагнуть во взрослую жизнь. Подробности далее. Для многих школьников этот день стал не просто формальностью, а моментом прощания с детством, с партами, на которых остались следы бесчисленных уроков и перемен. Впереди новая глава, полная неизведанных возможностей и ответственных решений. В Мирнинском районе заканчивает 11 класс 413 выпускников наших общеобразовательных организаций. 9 класс заканчивают 989 учащихся.
Особое значение этот день имеет и для выпускников Мирнинского регионального технического колледжа. В стенах этого учебного заведения 305 студентов получили не только знания, но и ценные профессиональные навыки, которые станут фундаментом их будущей карьеры. Колледж уверенно выпускает кадры по 9 специальностям и 8 профессиям технического направления, отвечая на актуальные потребности региональной экономики. Я учился на монтажника технологического оборудования. Учился я 1 год, 10 месяцев получается. Мне понравилось. Все очень доступно объяснили. То, что вот все обучение уложили в 1 год. Поступательная такая здесь, хорошее образование, многому научит, много профессий интересных. Последний звонок – это не только прощание, но и встреча. Встреча с будущим, с мечтами, с теми целями, которые были поставлены на долгом пути обучения. Для кого-то это поступление в высшие учебные заведения, а для кого-то начало трудовой деятельности. Но вне зависимости от выбора выпускники несут с собой багаж знаний, опыт, дружбы и бесценные уроки, полученные в школе и колледже. Анна Васильева, Мирный. В преддверии Дня библиотек по всей стране проходит единый день читательского и студенческого самоуправления под названием «Сегодня я – библиотекарь». К масштабной акции присоединились библиотеки школы Якутска. Учащиеся узнали много нового о профессии и смогли почувствовать себя настоящими библиотекарями. Об акции подробнее расскажет Диана Антонова. С самого утра школьников, участников акции, познакомились с работой центрального филиала библиотеки имени Неустроева. Им провели экскурсию по залам, рассказали о работе разных специалистов и о современных цифровых сервисах. Мы ходили в смарт-библиотеку, мы увидели разные отделы этой библиотеки и узнали, насколько обширная работа библиотекаря. Я узнала больше этой профессии, и она показалась мне более интересной, чем я думала раньше. Ребята также узнали о том, насколько разнообразна профессия библиотекаря. В рамках творческого задания они сняли видеоролик и организовали тематическую книжную полку. Так школьники смогли примерить на себя роли пиар-специалиста и художника книжных выставок. Нам дали задание сделать тематическую выставку. Решили выбрать тему хоррора, ужастиков, потому что многим сейчас это нравится, как и нашим ровесникам. Поэтому сейчас я ищу книги в жанре ужас. Помимо профориентационных занятий, дети сыграли в образовательную игру, которая познакомила их с библиотечными терминами в увлекательной форме. Автором настольной игры является Розалия Корнилова, библиограф модельной библиотеки. Настольная игра «Библия Поле» создана по мотивам уже знакомой игры «Дубль». Сейчас перед игрой ученики уже ознакомились с терминами, которые присутствуют в этой игре, и я делаю свой первый ход. Тот, кто первый подберет нужную карточку, зарабатывает себе очко. Во время игры участники узнают больше не только о самой библиотеке, но и о отечественной и мировой литературе. Наша цель сегодня, скажем так, показать, что в библиотеке не только библиотекари работают с книгами, но и на самом деле разрабатывают сайты. То есть это тот же дизайнер, айтишники, разработка настольной игры, работа на самом деле творческая и объемная. Акция «Я библиотекарь» призвана показать образ современной библиотеки как пространство для разных возможностей, общения, технологий и десятков профессиональных ролей, в которых может реализоваться каждый. В последующем проект обещает только расти. Диана Антонова, Станислав Потапов, Якутск. В Нерюнгринском районе готовятся к проведению международного национального праздника Бакалдын. Организаторы занимаются вопросами размещения, питания, транспортного обеспечения, охраны порядка, медицинского сопровождения. Праздник приурочен к 100-летнему юбилею венкийского села Иенгра. В настоящее время разрабатывается официальная и культурная часть, спортивная программа. В рамках мероприятия запланированы выставки, концерты, ярмарки, круглые столы по вопросам оленеводства, сохранению языка, традиций и культуры. В течение 3 дней будут работать множество локаций, чтобы каждый гость смог найти занятия по душе, ощутить гостеприимство Нерюнгринского района и погрузиться в атмосферу многовековых традиций Севера. Все 3 дня будем погружаться в атмосферу культуры венкийского народа. 19 числа пройдет обрядовая часть праздника в селе Иенгра, где мы увидим обряды встречи, обряды поклонения реке, солнцу. 20 числа на территории этнокомплекса Тастах пройдет сам праздник.
В Национальной библиотеке Якутии состоялась встреча с участницами творческого объединения ЮКТЛ, которое уже 10 лет занимается сохранением и развитием национального шитья. Сегодня в объединении более сотни мастериц. Каждый из них работает над возрождением традиционной одежды, внедряет современные технологии в национальный костюм и представляет Якутию на российских и международных выставках. Во время встречи участницы рассказали о своих проектах и поделились итогами поездки на международном фестивале лоскутного шитья «Душа России», где представили работы якутских мастериц и панно с пословицами на русском, якутском и эвенкийском. Сейчас у нас в республике свыше 100 творческих объединений, да, и среди них, которые, значит, вот, занимаются национальным шитьем и лоскутной мозаикой, вот самотворческое объединение ЮКТЛ, ну, у нас, значит, инноватор он, да, и осваивает новые технологии. Мы занимаемся именно обучением и приобщением всех желающих к национальному шитью во всех направлениях, в том числе и национальную одежду. Якутия, между тем, представила свою культуру и научный опыт на Петербургском этнофоруме. В течение 3 дней в северной столице ученые, представители власти, бизнеса и этнических сообществ обсуждали вопросы идентичности, межэтнического диалога и сохранения традиций народов России. Республику на федеральной площадке представили сотрудники Института гуманитарных исследований, Арктического института культуры и искусств, а также делегация Верхояния. Мастерицы показали национальные костюмы и изделия народных промыслов. Сейчас по спредству Якутии организаторы форума готовят соглашение о сотрудничестве. Оно позволит проводить совместные научные исследования и экспедиции по изучению Арктики, языков и культуры народов Севера. Вот здесь уже получается что-то. Какой вы? Вот. И я еще видела вот такие мастера. Левую серединку, что у вас тоже получается. Да. Холодная погода в Якутске и районах сохранится до четверга. Воздух начнет постепенно прогреваться. В центральных районах к выходным потеплеет до плюс 20. В выходные под влиянием облачности с южного циклона ожидается неустойчивая погода, кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Уже завтра, в среду, 27 мая, на юге Якутии ожидается небольшой дождь, на востоке, западе и юго-западе местами умеренный. Днем в центре температура воздуха составит плюс 11, плюс 16, на востоке плюс 18, плюс 23, на севере плюс 4, плюс 9 градусов. В столице республики ближайшей ночью похолодает до минус 1, плюс 1, днем синоптики обещают плюс 11, плюс 13 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, но порывы ветра могут достигать 8-13 метров в секунду. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.